эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Новые законы в поддержку детей вступили в силу с 1 мая. Православные христиане празднуют сегодня Пасху. Якутяне завоевали 7 медалей на международном турнире по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева. Многодетным разрешили направлять субсидии на погашение ипотеки под строительство. Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий цели ипотечного кредита по госпрограмме. Теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома. Напомню, что в России с сентября 2019 года действует программа по поддержке многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с начала 2019 года до конца 2022 года родился третий и последующие дети. До последнего момента целью кредитного договора могла быть покупка жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, земельного участка для ИЖС или жилья по договору долевого строительства. Опекунам и попечителям упростили оформление пособий и льгот. Чтобы получить меры социальной поддержки, льготникам больше не нужно собирать документы. Госорганы сами запросят всю информацию через единую государственную информационную систему социального обеспечения, а ответ выдадут через портал государственных услуг. Госуслуги также подружат с другими ведомственными порталами и информационной системой МФЦ. Это позволит гражданам получать больше услуг в одном электронном окне. Дети-инвалиды из Дальнего Востока получат бесплатные авиабилеты для перелета к месту лечения в санатории и обратно. Вместе с ребенком льготный проезд получит один взрослый, который его сопровождает. Это определено постановлением правительства, которое также вступило в силу с 1 мая. Такое решение позволит сэкономить время на проезд до места реабилитации, а также повысит доступность качественной медицинской помощи для детей, которые в ней нуждаются. За высадку из транспорта детей безбилетников введут штрафы. Соответствующий закон вступил в силу 1 мая. Речь идет о незаконной высадке детей и подростков, которые ехали в общественном транспорте без сопровождения взрослых. Водителю, который заставит ребенка, не оплатившего проезд, выйти, придется заплатить 5000 рублей. Для кондукторов и контролеров взыскание составит от 20 до 30 тысяч. Административное наказание позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Приезжающих из-за границы россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19. Соответствующее постановление принял Роспотребнадзор. Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток. Результаты тестов нужно загрузить на портал госуслуг. При этом до получения анализов на руки прибывшие в страну должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта. Ранее требовалось сдавать только один анализ на коронавирус в течение 3 дней после возвращения в Россию из-за рубежа. Исключением были 2 страны – Турция и Танзания. Прибывающие оттуда должны были сдавать тесты дважды. В Якутске состоялся очередной ночной рейд по питейным заведениям. Так, административная комиссия совместно с добровольцами и сотрудниками полиции проверила работу 21 развлекательного заведения. В нескольких организациях были выявлены нарушения указа главы, согласно которому предприятия общественного питания должны закрываться в ночное время с 12 ночи до 6 часов утра. При этом рейды проводятся ежедневно. По словам представителя административной комиссии, в среднем нарушения фиксируются в более чем 5 заведениях. Эти дни будем проверять каждый день. У нас в день выходит порядка 20 объектов общественного питания. Это ночные заведения, а также так называемые лжекафе, то есть которые осуществляют продажу именно после 8 на вынос. Это у нас примерно выходит где-то 4 нарушения во время одного рейда в ночное время. Бывают моменты, когда, допустим, они соблюдают все меры, но бывают, допустим, праздничные дни, допустим, в эти дни плохо, что именно где-то 7-8 нарушений.
Светлое Христово воскресенье празднуют сегодня православные. Этот день еще называют Пасхой Христовой, то есть днем, в который совершилось перехождение от смерти к жизни и от земли к небу. Пасха – самый древний и важный праздник богослужебного года. Со светлым праздником якутян поздравил глава республики Айсен Николаев. Для меня, как для сотен миллионов православных людей, это великий, самый великий праздник в году. Это праздник торжества жизни над смертью, пример любви Господа к людям. И, конечно же, в этот день мы все думаем о светлом, о добром, желаем мира и добра всему живому. И, конечно же, вот этот праздник, он на самом деле самый-самый светлый праздник. Поэтому я с огромным удовольствием поздравляю с наступающим праздником Воскресения Христова, с праздником Светлой Пасхи. И недолго осталось, когда мы все заявим громкогласно «Христос воскресе!». В креативном пространстве «Арт-Муза» в Санкт-Петербурге прошла первая персональная выставка 9-летнего Леонида Левковича под названием «Лео». Леня признался, что на заработанные с выставки деньги мечтает купить игровую приставку. Мама юного дарования рассказала, что особенность мальчика – расстройство аутистического спектра. По ее словам, рисование помогает ему с вербализацией мыслей и социализацией. Она также отметила, что важно делать акцент не на ментальном расстройстве Лени, а на его свободе выражения в творчестве. Всерьез рисованием мальчик увлекся во время пандемии после того, как мама стала показывать ему видеоролики об известных художниках. Олеся начала делиться творчеством сына в Инстаграм, где его и стали замечать кураторы музеев. Минималистичные и яркие работы Лени вскоре будут представлены на еще 2 выставках – в Калининграде и Иркутске. Одна из картин мальчика, портрет Фриды, была продана в Португалию. С помощью живописи он передает свои ощущения. Если вы посмотрите на работы, они все разные, такие яркие, но у них есть одно сходство – это глаза. А эти глаза очень похожи на глаза Лени. Однажды я его сфотографировала, за ним за спиной был портрет Кусамы, и я увидела полностью одинаковые глаза. Молодежная сборная Якутии по вольной борьбе завоевала 7 медалей международного турнира памяти Романа Дмитриева. Из них 3 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых. В категории до 57 килограммов золотой медалью турнира отметился сунтарский борец Харесхал Григорьев. До 61 килограмма у Якутии сразу 2 медали. Победителем стал Александр Иванов. Олег Фомин отвоевал бронзовую награду. Адриан Ленский смог стать бронзовым призером в весе до 74 килограммов, где шла борьба по круговой системе. Еще одно золото турнира принес Данил Иванов из Хангаласского улуса. Он выиграл конкуренцию в категории до 92 килограммов. Здесь же бронзовым призером стал его товарищ по команде Сергей Николаев. Среди супертяжеловесов 2-е место занял Эдуард Максимов. Пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова стала амбассадором федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Глава российского ведомства Олег Матыцин встретился с якутянкой и лично вручил фирменную статуэтку амбассадора проекта. О новом спортивном статусе Сарданы Трофимовой вместе с тем и новыми обязанностями подробнее у Айсены Бурнашовой. Звезда амбассадора проекта вручается Сардане Трофимовой. Быть примером для россиян, вовлекать в спорт еще больше людей, заряжать энергией здорового образа жизни – это лишь малая часть того, что предстоит сделать амбассадору проекта. Как вдохновить людей? Задача не из легких, но у Сарданы Трофимовой уже есть идеи на этот счет. Я по возможности буду все равно всю жизнь пропагандировать спорт и соцсетей, и своим примером. Я считаю, что моя большая миссия в этой жизни – это пропагандировать спорт, чтобы больше людей занимались спортом, любили спорт. И я очень рада, что выпала честь для меня.
Вместе с Арданой Трофимовой амбассадором проекта также стал и бронзовый призер Олимпийских игр российский пловец Сергей Фесиков. Своими спортивными подвигами и уважением к труду чемпионы транслируют не только здоровое тело, но и дух, отметил министр спорта России. Церемония, она является только первым шагом нашей совместной работы, потому что где бы они ни жили, ни работали, наши послы, где бы они ни выступали, они всегда будут восприниматься как часть общей системы спорта и часть общей нашей культуры спортивной. Ранее послами проекта стали фигуристка Евгения Медведева, лыжник Александр Легков, синхронистка Наталья Ищенко. Федеральный проект «Спорт. Норма жизни» стартовал 1 января 2019 года. Основная задача проекта к 2030 году – увеличить число россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. Сейчас же пока эта цифра равна чуть более 40%. Для достижения этой цели реализуется и комплексная работа по развитию массового спорта в стране. Например, ежегодно проходит лыжня России, различные спартакиады, кросс-нации. Улучшение спортивной инфраструктуры также является неотъемлемой частью проекта «Спорт. Норма жизни». Если взять наш город Якутск, кажется, очень много больших спортивных объектов, но город обеспечен только на 17,2%. Это очень мало, поэтому мы вот перед федеральным проектом и перед республиканскими нашими властями тоже ставим вопрос строительства новых спортивных объектов, мобильных, модульных, быстро возводимых, которые могли бы обеспечить потребность населения. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. В зоопарк Лондона прибыла львица Ария. Вместе со львом Бхану они, возможно, примут участие в восстановлении своего вида. Накануне впервые удалось снять, как Ария исследует свой вольер. Как говорят смотрители, пока она предпочитает выходить из укрытия по ночам, рассказывает Татьяна Гомызова. В лондонском зоопарке пополнение. В начале недели сюда привезли 4-летнюю львицу Арию. Ожидается, что она станет парой уже живущему здесь льву Бхану. Арию привезли из Пейтона в Девоншире и с тех пор наблюдали, как она осваивается на новом месте. Переезд прошел хорошо. Мы очень рады объявить, что Ария перебралась к нам. Мы наблюдали за ней и заметили, что хотя ей доступен весь вольер, она пока выходит только по ночам. Бхану тоже очень рад. Он понимает, что она уже здесь, и мы ждем, что из этого выйдет. Смотрители надеются, что Ария и Бхану станут частью глобальной программы по восстановлению вида. Оба принадлежат к популяции азиатских львов, которые населяли Южную Евразию, но практически вымерли из-за бесконтрольной охоты. Осталось всего несколько сотен особей, живущих в Гирском лесу, в индийском штате Гуджарат. На этом наш выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя, не забывайте носить маски.